Доброе утро, дорогая республика. Мы очень рады вновь сказать вам эти прекрасные слова на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Пусть этот день начнется с улыбки, хорошего настроения и приятных сюрпризов. Сегодня у нас столько всего интересного. Это и свежие новости, и полезные советы, и вдохновляющие истории. Все, что может зарядить вас на весь день. Ну и, конечно, как всегда, мы начинаем с рассказа о погоде, ведь лето этого года радует нас солнцем и теплом. Но, как мы все знаем, эта радость порой бывает с оговоркой. В самый неожиданный момент небо может нахмуриться, и вместо прогулки под солнцем придется прятаться под зонтом. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. В заречной группе плюс 17, в южных до 22 градусов тепла. В Вилюйской 14-27 выше 0, в Нижнеленских до 25 градусов, в западных 16-26. В Колыме-Дигирской группе улусов до плюс 17, в Янских 20 градусов, на северо-западе до плюс 25. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра находилась на отметке плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем ожидается до плюс 28 градусов. Итак, сегодня вроде бы дождя не будет, 28 градусов тепла, отличная новость. Ну а мы просыпаемся сейчас вместе с нашими коллегами из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В районах республики подсчитывают ущерб от летнего паводка. По поручению главы республики рабочие группы, в них входят специалисты сельхозуправления, ветеринары и представители администраций. Они обследуют пострадавшие территории, составляют акты и готовят данные для дальнейшей обработки. Сейчас многие сенокосные угодья в улусах все еще под водой, а впереди осмотр посевных площадей, коровников и других угодий. По итогам оценки власти планируют разработать меры поддержки для пострадавших хозяйств. Безработные граждане, ищущие работу и желающие переехать за пределы своего региона либо в другие населенные пункты республики, могут получить единовременную выплату в рамках программы стимулирования трудовой мобильности. Программа действует с 2011 года. В этом году на ее реализацию из государственного бюджета предусмотрено около 340 тысяч рублей. В 2025-м финансовую поддержку получили 14 граждан. Средства направлены на оплату проезда к месту работы, суточные расходы для членов семьи, а также на аренду жилья. Согласно федеральному закону о занятости населения Российской Федерации, участниками государственной меры поддержки по стимулированию трудовой мобильности могут стать граждане, ищущие работу, и безработные граждане. Переезд для временного трудоустройства, то есть это гражданин переезжает в другую местность на время выполнения работ по своей профессии и квалификации. Переселение на новое место жительства – это гражданин совместно с членами семьи переселяется в другой регион для постоянного проживания и работы. Если гражданин переезжает с города Москвы до сюда, то есть, соответственно, оплачивается билет с Москвы до Якутска и, соответственно, аренда найма жилья. В этом году российский рынок кондитерских изделий перейдет на обязательную цифровую маркировку для борьбы с контрафактом. Согласно постановлению правительства России, внедрение системы «Честный знак» пройдет в 3 этапа. С 1 марта маркировка станет обязательной для печенья и мармелада, с 1 мая для выпечки длительного хранения, а с 1 июля для шоколада, карамели и жевательной резинки. Под новые правила не подпадут изделия со сроком годности менее 30 суток, порционные сладости весом менее 20 граммов и продукция изготовлена непосредственно в точках общепита или магазинах. С сентября этого же года за нарушение и продажу просрочки начнут штрафовать автоматически на основе данных системы мониторинга. Автоштрафы будут касаться, первое, продажи товаров с истекшей сроком годности, второе, продажа никотинсодержащей или табачной продукции с нарушением максимальной и минимальной розничной цены в торговле, и третье, это если участник не зарегистрирован в системе «Честный знак» и выводит товар из оборота по системе «Честный знак», но сам при этом не зарегистрирован.
Более 38 тысяч заявлений от абитуриентов поступило в СВФУ на программы бакалавриата и специалитета. Прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, завершился 25 июля. Самые востребованные подразделения – Медицинский институт, Институт математики и информатики, Инженерно-технический институт, Физико-технический институт и Геолого-разведочный факультет. Теперь абитуриентам, подававшим документы онлайн, нужно подать согласие на зачисление через сервис поступления в ВУЗ онлайн. Для этого необходимо проверить статус заявления и нажать кнопку «Подать согласие» рядом с названием вуза. 3 спортивные школы Олимпийского резерва в Сунтаре, Барагонцах и Алдане в этом году получат современное оборудование и инвентарь. Это поможет лучше готовить спортсменов для всероссийских и международных соревнований. Оснащение проводят в рамках федерального проекта развития спорта высших достижений. А на все выделят свыше 7 миллионов рублей, где большую часть, около 90%, сдаст федеральный бюджет, а остальное покроет республика. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. 28 июля неофициально считается днем загадывания желаний. Это идеальное время, чтобы остановиться на минуту, что оно обязательно сбудется. А еще сегодня можно смело устроить себе день молочного шоколада, побаловать себя чем-то вкусным и поднять себе настроение. А чем же еще? На календаре 28 июля. Сегодня день крещения Руси. День пиар-специалиста в России. По народному календарю Кирик и Улита. В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. Это, кстати, связывали еще с одним святым, которого поминали в этот день – Владимиром, крестителем Руси. Женщины праздновали День матушки Улиты, называли ее своей заступницей. Бабам полагалось как можно лучше отдохнуть. Этот день в истории. 1586. В Англию впервые привезены клубни картофеля. 1858. Отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике. В 1914 году в этот день началась Первая мировая война. В 1944 Брест освобожден от фашистских войск. В 1958 28 июля в Москве открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому. В этот день родились Сергей Булгаков, русский богослов, философ, православный священник. Владимир Шнейдеров, советский путешественник, режиссер, телеведущий, народный артист РСФСР. Владимир Басов, советский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России. Инна Макарова, советская российская актриса. Жаклин Кеннеди, первая леди США. И Марианна Вертинская, советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Василий, Владимир и Петр. 28 июля во всем мире отмечают День борьбы с гепатитом. Это дата, которая напоминает: печень – наш главный фильтр. Этот фильтр работает каждый день без выходных, но мы вспоминаем о ней только тогда, когда идет что-то не так. Как распознать первые сигналы? Чем отличаются вирусы гепатита и можно ли защитить печень без таблеток? Сегодня об этом поговорим с врачом-инфекционистом Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Майей Жирковой. Майя, доброе утро. Здравствуйте. А почему все-таки печень называют в народе тихим органом, да, и какие сигналы она все-таки иногда подает нам, на что нам нужно обратить внимание? Физиологически печень не имеет нервных окончаний, поэтому при воспалении или при любой другой патологии человек не ощущает боли. Но если у человека есть вирус все-таки, да, то могут протекать неспецифические симптомы, это слабость, сонливость и снижение аппетита. Вот первые звоночки, да? Да. Это такие достаточно распространенные. Это бывает порой у тех, у кого совершенно здоровый человек, сонливость, слабость, да? А все-таки что чаще всего может разрушать печень? Причиной разрушения печени является много факторов. Но в первую очередь это инфицирование печени вирусами этого гепатита, да, В, С и Д, которые воспаление дают.
Второе – это обменный гепатит с повышением индекса массы тела. Это, это жировой гепатоз. Мгм. Также есть длительные, которые токсические поражения. Это алкоголь, наркотики и лекарственные препараты. Также есть аутоиммунный фактор, который при иммунитет сам начинает разрушать гепатоциты, клетки печени, тем самым приводит к циррозу, фиброзу и печеночной недостаточности. Ну вот вы сказали гепатит А, Б, С, да? А вот можем ли мы, простые, да, вот люди, как-то их различать, возможно, по симптомам, возможно, по каким-то внешним признакам, да? И как вообще запомнить эти различия, чтобы, допустим, если все-таки не на себе, так на окружающих, можно как-то посоветовать, возможно, вот я вижу, что-то с тобой не так, да, условно? Да, гепатит – это вообще воспалительные заболевания печени, да, которые приводят к каким-то осложнениям. При гепатите А вирусе передается вирус через грязные руки, через сырую воду. Его еще часто называют болезнь Боткина. Это кишечная инфекция. Она протекает остро, протекает с интоксикацией, протекает желтухой, и в большинстве случаев она значит, устойчивое выздоровление бывает и пожизненный иммунитет. То есть один раз переболел, Да, и все. переболел, и все. Не заметить это невозможно. Не заметить это невозможно Хорошо. при гепатите А. Хорошо. Б. А гепатите Б и С, это, значит, они передаются парентерально через кровь. Мгм. И оба вируса, они опасны. Они могут переходить в хроническую форму бессимптомно. Но может у вируса гепатита Б какая-то желтуха появляться. Но в большинстве случаев они протекают бессимптомно. Что вызывает, конечно, вот опасения, да? Да. И приводит к тяжелым поражениям печени. А правда ли сегодня, что гепатит С – это уже не приговор? Потому что раньше считалось, что если поставили такой диагноз, что все, как бы жить осталось недолго. Хронический вирусный гепатит С на сегодняшний день значит, не приговор, потому что он относится к излечиваемым заболеваниям. Эффективность лечения доходит до 97-98%. Да, лечение проводят по 2 программам, ОМС и федеральные. Лекарства идут в таблетированной форме. Для лечения подходят, необходимо подойти в поликлинику, к врачу-инфекционисту с целью подготовки к противовирусной терапии. А есть ли какая-то вакцинация? Вакцинация от гепатита Б есть, а от гепатита С, к сожалению, на сегодняшний день нет, в связи с видоизменчивостью вируса. То есть непонятно еще, да, пока от чего и чем очень можно... видоизменяется. Понятно. И вот еще один такой вопрос. Существует очень много народных средств, да, так как прочистить печень, некоторые какие-то БАДы используют, да, условно, там, попил месяц, и вот печень у тебя якобы очистилась. Это допустимо в медицине или все-таки нет? В принципе, можно, конечно, но это для улучшения самочувствия, для улучшения каких-то биохимических показателей, да. Но если все-таки есть вирус, то, конечно, только лечение специфическое. И как часто нужно проверять свою печень? Но каждый человек должен проходить каждый год чекап. Раз в год, да? Да, как бы для себя. И туда могут входить общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ на ВИЧ, на реакцию Вассермана, маркеры гепатита, ну и УЗИ брюшной полости и так далее. Ну, если это... То есть там будет видно все, да? Да. Спасибо большое за столь полезную информацию. Мы надеемся, что, конечно,
поменьше будут обращаться к вам, да, с такими проблемами. Ну и, конечно, желаем вам в первую очередь здоровья. Спасибо. Утро – это особенное время. Хочется, чтобы все было гармонично, спокойно и красиво. Но иногда природа немного шутит над нами. Просыпаешься, а лицо чуть припухшее. Взгляд не такой ясный, как хотелось бы. И тут главное не расстраиваться. Это нормальная реакция организма, и с ней можно деликатно поработать. Не знаете как? Смотрите. Доброе Это утро! нам Сегодня я вам покажу технику японского массажа, который уберет отеки с лица. Так, мы слегка приоткрываем нижнюю челюсть, и мы ладонями снизу вверх делаем похлапывающее движение 6 раз. По периферии, по середине. Это очень хорошо способствует раскрытию именно лимфатического узла на лице. Переходим на второе упражнение. Ладонью мы от центра лица плотненько скользим до периферии, до ушей. И также мы скользим по шее вниз в зону под ключицей. Так мы делаем тоже 6 раз. Плотненько. Представьте то, что у вас здесь очень много жидкости скопилось, и вы хотите, чтобы эта жидкость текла по периферии, это боковую часть лица, и также стекала под ключичную зону. Очень хорошее упражнение, которое убирает отеки, особенно утром. Третья лобная часть мы тоже слегка поглаживающим движением от центра к периферии. Мы делаем такие вот поглаживающие движения. С каждой стороны можете сделать по 5 раз. Всего получается 10. Упражнение 4. Здесь у нас тоже есть очень много лимфатических узел, которые скапливаются, и вы видите мешки под глазами. Что мы делаем? Берем средний и безымянный палец обеих рук, и получается от центра мы скользим по верхней глазнице и по нижней глазнице в сторону, и встречаются все пальчики в висковой зоне. Мы очень деликатно в этой зоне работаем. Вы можете применить жирный крем или массажное масло, чтобы у вас пальчики скользили по этой зоне, верхняя глазница и нижняя глазница. Это упражнение вы можете делать с каждой стороны по 10 раз. И пятое упражнение, это последнее. Мы работаем с подъязычной мышцей. Здесь у нас тоже скапливается очень много жидкости. Да? Здесь у нас много лимфатических узел. Мы большим пальчиком проникаем прямо вовнутрь. Это у нас нижняя челюсть. Да? И делаем вот такие вот от центра опять к периферии. Мы большим пальчиком втапливаемся и делаем такие вот массажные движения. Можете сделать 10 раз. Всего лишь 5 простых упражнений, и вы избавитесь от утренних отеков, особенно под глазами. До новых встреч! Утро в доме, где есть ребенок, это всегда немного хаоса и много любви. Хочется, чтобы день начинался спокойно, чтобы малыш проснулся, потянулся и поиграл, а заодно и потренировал свой ум и свое тело. Именно поэтому все больше людей выбирают умные зарядки. Это обычные движения, дополненные простыми нейроиграми. Это не про сложные тренировки и не про то, чтобы сделать из ребенка гения. Это всего лишь про то, чтобы через игру помочь мозгу и телу лучше договориться друг с другом. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы расскажем вам про нейроигры и как они помогают ребенку развиваться и улучшать его развитие мозга и вообще всей нервной системы. Арон, давай сегодня покажем, как мы с тобой играем. Мы играем в разные игры, которые улучшают деятельность мозга, которые дают концентрацию, то есть ребенок
спокойно играет, концентрируется и, конечно же, хорошо в дальнейшем учится. Это подходит деткам с 3 лет, даже с 2 лет можно начинать, школьникам, деткам 10-12 лет. Дети играют и развиваются. Для этой игры нам понадобятся обычные столовые ложки, 1 большая чашка и 2 маленькие. И задача ребенка одновременно 2 руками брать крупу, крупа может быть абсолютно любая, и нести ее в чашке. В этот момент у него развивается сразу 2 полушария, которые отвечают за речь, которые отвечают за координацию и концентрацию. То есть одновременно у него работает вся его головка, и, конечно же, он развивается и становится более усидчивым, и является отличной подготовкой к школе. Считается, что если ребенок 20 дней подряд будет играть в такие игры, он будет учиться на 5. Еще одна нейроигра с карандашами. Таким же образом мы играем, мы берем карандаши 2 руками и одновременно их кладем. Давай, Ара, начнем. Беру, кладу. Еще раз. Беру карандаши, беру, кладу. Еще беру и кладу. В этот момент у него тоже задействованы все нейронные связи в голове, развиваются 2 полушария, формируется внимание и концентрация. После таких занятий ребенок более усидчив к занятиям. Мы эти занятия выполняем перед математикой, перед какими-то сложными задачами. Это очень хорошо расслабляет его нервную систему, его мозг и дает ему возможность дальше концентрироваться. То есть сначала мы играем, можно играть в любом возрасте, и потом мы садимся за более сложные задачи. Еще одна нейроигра – это перекладывание шарика с одного стаканчика в другой. Стараться нужно это делать одной рукой. На самом деле это выглядит легко, но ребенку с 2 лет это делать не так-то просто. Это развивает его внимание, развивает его координацию и, конечно же, понимание. Он лучше понимает, больше понимает и концентрируется на каком-то одном предмете. Эта нейроигра поможет даже взрослым деткам стать более внимательным. Задача одновременно 2 ручками работать. Сначала мы работаем 2 ручки, кладем на ручки, и потом кулачок и ребро. Да? Мы играем где-то примерно 1-2 минуты в эту игру. Для этой игры вам понадобится обычная цветная бумага. Вы вырезаете 1 кружок, 1 квадрат и просто обводите 2 ваших ручки. И все. Искусственный интеллект все увереннее входит в нашу повседневную жизнь. Как работают нейросети и почему их изучают даже дети, расскажем и покажем далее. Еще недавно искусственный интеллект казался технологией далекого будущего. Сегодня нейросети помогают писать тексты, создавать изображения, искать информацию и даже программировать. Причем пользоваться ими могут не только специалисты, но и школьники. Здесь ребята изучают современные технологии и учатся использовать искусственный интеллект не только для поиска информации, но и для создания собственных проектов. По искусственному интеллекту у нас есть такие темы, как генерация изображений, создание историй, вот даже мы книги делаем на основе искусственного интеллекта. И также мы создаем сайты, вот учим детей создавать сайты с помощью искусственного интеллекта и игры. Ни одного случая, что искусственный интеллект хотя бы одну профессию полностью заменил бы. Да? Сегодня пока люди работают, как работали, но очень много задач сейчас перекладывается на искусственный интеллект. То есть люди используют искусственный интеллект, чтобы побыстрее сделать какие-то задачи, повысить свою эффективность. Вот, Поэтому пока таких страхов нет, да? Но в будущем явно будут какие-то большие изменения, поэтому сейчас нам нужно изучать искусственный интеллект, как им пользоваться, чтобы повышать нашу эффективность. По словам специалистов, искусственный интеллект способен значительно ускорить выполнение многих задач. Но несмотря на стремительное развитие технологий, без человека нейросети пока работать не могут. Во время занятий ученики используют нейросети как помощника. Например, искусственный интеллект помогает быстрее находить ошибки в коде, объясняет сложные темы и предлагает разные варианты решений одной задачи. Искусственный интеллект сейчас прогрессирует, и это везде сейчас, и в Алисе, и в интернете, и в Гугле, и
везде. Нейросеть не так четко все понимает. Получается, надо дополнять, уточнять, чтобы все было понятно. Мы разработали такой проект в честь первого президента Республики Саха Михаила Николаева. Мы загрузили в искусственный интеллект его книгу, который был издан в 1992 году, в первый год его президентства. И любой человек может зайти на наш сайт nikolaev.altanschool.ru и уже спросить вопрос про это время, про становление республики и искусственный интеллект, Altan AI Agent, наш искусственный интеллект, он может отвечать и на русском, и на якутском языке о том, что написано в этой книге. И тем самым можно даже в кавычках пообщаться с Михаилом Николаевым и с его мыслями. Поэтому искусственный интеллект можно даже использовать вот так. Этот сайт могут использовать учителя и ученики, изучающие историю Якутии. Искусственный интеллект продолжает развиваться стремительными темпами, но пока главными остаются знания, критическое мышление и опыт человека. Именно поэтому сегодня специалисты говорят не о замене людей технологиями, а о том, как научиться эффективно работать вместе с ними. Велена Васильева, Станислав Потапов, Якутск. Порой кажется, что старое и новое в образовании – это два разных берега. С одной стороны, проверенные временем книги, с другой – современные ИИ школы, которые обещают научить всему быстро и удобно. Сегодня герой нашей книжной полки – это учебное пособие «Строгий мир логики». Это классика, которая учит мыслить система, выстраивать аргументы и отличать верные рассуждения от ошибочных. Друзья, случалось ли вам спорить с кем-то, точно зная правду, но в итоге остаться побежденными в споре только потому, что собеседник привел множество аргументов? Или, быть может, вы замечали, как вы легко ведетесь на рекламные уловки? Дело вовсе не в том, что вам не хватает ума или опыта, нам часто с вами просто не хватает обыкновенной логики, инструмента, который помогает нам защищать границы и видеть правду. Сейчас в руках я держу книгу, которая способна это исправить. Это работа известного философа Александра Ивина. Книга называется «Строгий мир логики». Пусть вас не пугает слово «строгий» в этом названии, это не учебник с формулами. Ивин подготовил просто потрясающий гид по нашему собственному мышлению. И буквально на пальцах объяснил, как наш мозг сам себя обманывает. И вот один из его любимых примеров, такая логическая ловушка «после этого не значит из-за этого». Вот представьте, человек выпивает какой-то рекламируемый напиток или какую-то чудо-таблетку, после которого выздоравливает. Реклама тут же утверждает, что это помогло наши средства. Но логика Ивина напоминает, что простуда могла пройти сама. Просто у человека включился иммунитет. Но мы с вами привыкли, что связывать два события, которые идут друг за другом, понимая их как причину и следствие. Именно на этом строится тысяча манипуляций в рекламе, в новостях, в магазинах и даже в наших домашних спорах. Эта книга поможет вам мгновенно видеть эти подножки. Эта книга будет полезна абсолютно всем, кто желает развить свое критическое мышление. А благодаря многочисленным примерам и заданиям чтиво становится очень интересным и эффективным. Эта книга поможет вам думать структурированно, анализировать информацию и убедительно строить рассуждения. Приятного чтения! А сейчас предлагаем вам восхититься красотами Магаданского края. Каменный венец – это знаменитый массив в окрестностях Магадана, похожий на застывшую корону или крепостную стену. Для пешего похода это идеальное место перезагрузки на стыке цивилизации и дикой тайги. Летом на этом маршруте многолюдно, независимо от погоды. Наши коллеги прошли по этой тропе, известной среди туристов и путешественников. Подробности далее. Летний Магадан – город, откуда мы, когда есть возможность, уходим в лес, на сопки, к морю. Мы отправляемся на Каменный венец. Это гора на полуострове Старицкого. С ее вершины открывается потрясающий круговой обзор на бухту Нагаева, образуя мыс Замок.
Итак, выходной день, пасмурно, недавно прошел дождь, но мы решили сходить в поход. Это такой небольшой эксперимент, ну, лично для меня, потому что я иду впервые на Каменный Венец. Это 13 километров. Мы должны к 12 туда прийти, сейчас 9 часов утра. Собственно, мы ждем, пока вот эта группа пройдет инструктаж. Я не знаю, правда, куда они пойдут, но почему мы это делаем? Для того, чтобы показать, каков будет маршрут на вот этом стенде. Поехали! Тропа к Каменному Венцу начинается практически в городе, в окрестностях микрорайона Марчикан. В одну сторону идти около 3 часов. Заблудиться практически невозможно. На каждом шагу специальное обозначение. Каменный Венец – это символ Магадана. Вот пишут, что из любой точки города видна похожая на корону вершина сопки над бухтой Нагаева. Ну и Каменный Венец, мы все магаданцы знаем, что это такой неофициальный символ. Он есть у нас у всех на фотках, видео. Интересный факт, что в озерцах на тундровом плато обитает удивительная саламандра. Представляете, сибирский углозуб, который благодаря концентрации глицерина в тканях организма не погибает при зимовке в мороза до минус 50. В вечной мерзлоте их находят. Ну и пишут, что их не следует брать в руки, чтобы не повредить их нежную кожу. Смотрите, в минус 50 зимует, а кожа нежная. Маршрут проходит по склону сквозь лиственничный лес, заросли ольхи и стланника, по каменистым и болотистым участкам. По пути встречаются благоустроенные места отдыха, скамейки, качели, кострища. Ну что, мы на первой точке маршрута. Смотрите, какая замечательная лавочка. Сейчас я вам покажу шикарный вид, ради чего мы, собственно, сюда и пришли. Опа! Па-бам! Туман, конечно, не дал нам запечатлеть обзор с высоты, но нам и без того хватило кадров. Без фото и видео здесь никак. Глаза настроены на красоту. Цветочек красивый. Это просто космос. Какой красивый рододендрон. В Красную книгу занесен. Ну, какой папоротник красивый. И ручеек вообще красивый. И рябинка с ним красивая. По ходу мы ожидали увидеть медвежьи следы, не нашли, хотя мы спрашивали у прохожих. Говорят, что их здесь встречали. На тропе достаточно многолюдно. То и дело встречаются группы туристов и путешественников. Роман Трофимович, чем удивителен этот маршрут? Это очень хороший маршрут, домашний маршрут для магаданцев. Потому что здесь ты переходишь от города вот этот ручей на Холодный Ключ, и все, оказываешься совсем в другом мире. Здесь нет машин, нет дорог, здесь узенькие небольшие тропиночки. Ну и вообще такое состояние, сразу попадаешь в другой мир. Вас не пугает даже дождь, как и нас, собственно. Да это не дождь, это морось, это туман осаждается, меленькие капельки такие. Это тоже очень красиво, когда все лиственницы стоят такие в этих капельках вообще. Вот сейчас как раз должна подойти группа туристов. Вот она выйдет из-за этих кустов. Это официальная группа, там ведет официальный сертифицированный инструктор-проводник. И человек 20. Вот сейчас мы посмотрим, как они выйдут. Ну как вам маршрут? Да, отличный маршрут. Группа довольная? Да, сейчас они переобуются и вперед. Сейчас они получат еще больше удовольствия. Да, все верно. Как вам дождик? Да. Да, где-то даже не дождик, это так приятная влажность, я бы сказал. Вот он, Каменный Венец. Геологи говорят ему миллионы лет, а я вам скажу так. Эти зубья выглядят как руины древнего замка. Он состоит из нескольких скалистых гребней, сложенных из габра, прочной горной породы, которые часто используют в отделке зданий. Эти скалы – живой музей. Вершина давно была известна мореходам как ориентир для наполнения судов пресной водой. На камнях сохранились надписи моряков. Ну что, добрались мы до знаменитой короны. Вот она такая роскошная в таких красках. И туман ей придает особенную такую атмосферу. Конечно, мы море не увидим, но ничего страшного. Маршрут простой, классный, природа красивая очень. В общем, отправляемся домой. Обратно спускаемся и идем по морскому побережью, пока отлив. На случай прилива чуть выше есть тропа на горе. Идти вдоль Охотского моря не более 2 часов. Мы не смогли не воспользоваться моментом и искупались, а заодно и запечатлели потрясающие дикие пляжи. Вот так за полдня память телефона пополнилась на несколько гигабайтов. Но все это не ради соцсетей и лайков, а чтобы в любой момент можно было снова оказаться здесь.
Диана Григорян, Евгений Титов, Алексей Ярошенко. «Эхо дня». А сейчас мы расскажем вам историю, достойную отдельного сериала. Иногда самые неожиданные находки становятся началом большой истории. Представьте, обычный дачный участок, собака делает подкоп, и вдруг среди земли появляется старая бутылка. А внутри пожелтевшая от времени записка, послание из прошлого. К чему все это привело, узнаем далее. Эта история началась с собаки по имени Ума. В один из дней на даче близ Якутска она откопала бутылку с запиской. Время от времени находим дырки где-нибудь. Да. В этот раз она начала рыть вот здесь вот место, вот здесь вот прямо, делать подкоп. Мы думали, может, мышку увидела. И вот записка тут как раз вот такая. Ну, нашли вот эту вот бутылку. Бутылка такая зеленого цвета была. И вот наша красавица. Сейчас опять, наверное, рыть будет что-нибудь. Видите? Я такая думаю, может, там еще что-нибудь зарыто. Ценное. Да. Вот. И этот. Кто найдет эту писанину, просим послать по адресу Новокурашова, 59. Пак Николаю, 17 лет, и Спининой или Спицыной Аллы, 17 лет, звездочка такая. И самое, что меня больше всего вот прям так вот, ну, поразило, как-то задело, тронуло, это вот мы, то есть Коля и Алла, сильно любим друг друга. Это как-то, господи, какой романтик, прям сериал какой-то самый настоящий. Но оказалось, что улицы под таким названием в современном Якутске нет. И женщина обратилась за помощью к нам. В свою очередь мы начали спрашивать у старожилов и знатоков города, но и они не припомнили, что такая улица когда-то была. За поиски по нашей просьбе взялся молодой специалист Музея истории Якутска Дмитрий Руфов и даже вызвался поехать с нами на место обнаружения находки. В книге Пантелеймона Пантелеймоновича Петрова как раз-таки вот указывается список улиц, которые существовали вот с 61 по 65 год, то есть там есть в этих списках улица Новокурашова. Осталось выяснить, когда и как была потом переименована улица. И тут Дмитрий быстро находит ответ. Там вот сведения были, то, что Новокурашова 2 переименовано в 77-м на Басямова. А значит, была еще какая-то улица Новокурашова. То есть в 1977 году Новокурашова была переименована и названа именем Героя Советского Союза летчика Сергея Асямова. И вместе мы направляемся по этому адресу. Вдруг найдем автора записки. Мы сейчас находимся на бывшей улице Новокурашова. Сейчас она называется Асямова. И ищем дом номер 59. Но, скорее всего, здесь такого дома нет, потому что улица короткая. Ну и, наверное, когда переименовали улицу, и нумерация домов наверняка изменилась. Так и оказалось, дома под номером 59 не существует, и мы решаемся постучаться в любой из дворов. Авось повезет. Собаки есть, людей не видно. После нескольких неудачных попыток нам неожиданно везет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с телевидения ищем людей, которые здесь давно живут, которые могут знать семью Пак или Спицыных. Вы знаете таких? Спицыных не знаю, Пак семью я знала раньше, но их сейчас здесь нет, они не живут здесь. А где они примерно жили? Они жили, родители жили там, вот по той улице в конце, домов этих уже нет. А сам сын Пак на той улице жил одно время. Коля мой одноклассник был. Да вы что? Да. Вот, мы нашли сейчас. А где он сейчас? В Москве он. Давно уже, много лет они живут в Москве. Да вы что? Родители умерли, а он с семьей живет в Москве. Вот тогда это мы его записку нашли. Вы его записку нашли. А вы с ним связь держите? Нет. О, Нет. Вот смотрите, вы, может, почерк узнаете, раз он ваш одноклассник? Я не помню уже. Да? Здесь да? это 19. Вы посмотрите, написано. Алла это его бывшая жена. Да вы они что? поженились? Да, они поженились, и потом они развелись, у них сын родился, он одноклассник моего старшего сына. Ой, спасибо большое, можно я вас обниму? Я сейчас прослезюсь. Пожалуйста. Остальное оказалось делом техники. Наталья Николаевна, уже зная, кем и где работали Николай и Алла, сама находит их контакты, созванивается, и они подтверждают, что в 1968 году они действительно написали эту записку и закопали в землю во время отдыха на природе. Не зря все-таки зверюга откопала эту записку, я вообще не могу. Мне прям эмоции меня переполняют. Сегодня всем расскажу своим.
Большое вам спасибо, что не оставили без внимания маленький клочок записки, где я писал в далеком 1968 году. Мы писали с Аллой, но жизнь сложилась так, что мы расстались. В 69-м я ушел служить на флот. После службы вернулся в родную Якутию. Учеба, служба в МВД Якутии, впоследствии в МВД России. Вышел на пенсию полковником. Слава Богу, все хорошо. Семья, дети, внуки. Спасибо вам еще раз большое. Вам всех благ. Всего доброго. Так завершились наши поиски, которые, надеемся, принесли приятные минуты воспоминаний авторам записки. Ну а мы узнали и открыли вам еще одну малоизвестную страницу из истории улиц города Якутска. Туяра Филиппова, Станислав Потапов, Якутск. В этом году Якутское Саха-информационное агентство отмечает свое 35-летие. Это длинный путь, за который прошло первое сетевое издание вообще Якутии. За эти годы изменилось многое, но неизменным остается одно – это, конечно же, люди, которые каждый день стоят за новостями. Журналисты, редакторы, корреспонденты, операторы и, конечно, фотографы. Один из таких людей сегодня в нашей студии. Андрей Сорокин, фотограф ИСИА. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала поговорим, сколько лет вы уже работаете в ИСИА, да, и как пришли в фотожурналистику? Ну, в этом году 10 лет ровно, как я уже работаю в Якутском Саха-информационном агентстве. Как к этому пришел? Ну, все началось со студенчества. Я закончил школу. В школе я такой был активистом, и чем-то надо было заниматься и увлекаться. Ну, я решил, что попробую фотографии. Попросил родителей, купите мне фотоаппарат. Купили маленький такой фотоаппаратик зеркальный. Ну, вот с тех пор и пошло и поехало увлечение мое. Так оно и стало смыслом жизни даже. Вот мы сейчас видим некоторые, да, фотографии. Это мои коллеги. Да, это ваши коллеги, да. Итак, поговорим все-таки о работе фотослужбы, да. Вот каково это работать, наверное, 24/7, я так думаю, да? Да, работа почти круглые сутки, и ночью, и ранним утром, и поздним вечером. Ну, не знаю, другие скажут: о, это же так тяжело. Нет, как-то мне это нравится. Это, как говорится, дает энергию и не даешь себе расслабляться, прежде всего. Ну, мне кажется, это очень престижно работать, да, такой организации, да, и вообще, что самое интересное для вас в работе и что, возможно, самое сложное? Ну, интересно это то, что находиться в центре событий. Постоянно ты понимаешь, что ты сохраняешь историю, и нужно сделать все для того, чтобы эта история потом передалась дальше. Фотослужба именно уже... Фотослужбе чуть меньше, чем 35 лет ИСИА. Нам 21 всего лишь год, но... Это богатая история. У нас были талантливые люди, как Олег Николаев и Виктор Яковлев. К сожалению, их уже с нами нету, но они вписаны в историю журналистики как золотыми буквами. Да? Вы, наверное, объездили уже всю республику, да? Вот какая командировка, возможно, запомнилась вам на всю жизнь? Ну, больше всего любимые командировки на север. Очень север привлекает, заманивает, это интересно. Ну и, конечно, побывать там, где бывает сложно доехать даже, это самое интересное. Поэтому, мечта, конечно, еще побывать на островах и белого медведя сфотографировать. Но за 35 лет, конечно, изменилось все, да, технологии, форматы, скорость подачи информации, да. Ну а что в профессии фотографа, на ваш взгляд, осталось вот неизменным? Ну, фокусировка на событиях, в моментах, чувствовать момент того, что происходит вокруг тебя, и запечатлить этот момент. То есть это должно быть какое-то такое чувство, вот прям что надо здесь и сейчас, да? Я всегда себе говорю то, что ты должен понимать, где ты находишься, и чувствовать момент. И фотограф — это тот же психолог, поэтому он должен немножко так понимать, что вокруг него происходит. Да. Да, и, конечно, как у любого автора, да, наверное, есть какая-то любимая работа. Вот есть ли какой-то снимок, который вы считаете главным в своей карьере?
Ну, главный, наверное, в моей карьере снимок, это, естественно, когда приезжал президент к нам в 2024 году и запечатлел исторический момент, где он подписывает пожелания Якутии. И там и глава наш стоял, и зампред правительства, и как бы вот такой хороший гармоничный кадр вышел, ну, он в историю вошел. Ну, а если говорить все-таки про ваши личные, да, вот, возможно, интересы, вам все-таки нравится фотографировать людей, природу, какие-то события, да? Ну, прежде всего, я для себя определился, что я репортажник, фотожурналист, и поэтому для меня больше всего интересует репортаж, поэтому портреты выпадают из этого уже. Да. А если бы вас попросили, допустим, показать Якутию в нескольких кадрах, вот что бы вы показали? Я бы показал национальный праздник СХ. Это все скажет о том, одним кадром, что вот это Якутия, и какая она богата историей, традициями, природой. Там и люди, и культура. И люди, да. А что вы посоветуете вот начинающим фотографам, которых сегодня очень много? Ведь сегодня техника доступна, это не как раньше было, да, и молодежь зачастую даже на гаджеты уже делают хорошие кадры, да. Вот как все-таки войти в эту профессию грамотно, как в ней остаться и, возможно, как сделать эту профессию вот целью своей жизни? Ну, если вдруг молодой человек захочет увлекаться этим, я на своем опыте не бояться ошибок. Самое главное. Не так сделал, попробуешь по-другому. Учиться смотреть у других, как другие снимают, и брать опыт. Все. Я вообще сам научился. У меня не было прям учителей каких-то. Я не заканчивал специальные там университеты, колледжи. Сам. Все сам. Да, здорово. Ну и добились успеха, собственно, да, 10 лет это уже срок. А вот что бы вы сегодня пожелали своим коллегам и агентству в этот юбилейный год? Ну, 35 лет Якутскому Саха-информационному агентству. У нас это уникальная история. Если смотреть, как все начиналось и как сейчас идет все, то это богатая история, и в век технологий мы не стоим на месте, и, конечно, я желаю своим коллегам успехов, оперативности, ну и, главное, счастья и здоровья. Андрей, ну а мы в вашем лице поздравляем своих коллег также с этой юбилейной датой и желаем вам творческого вдохновения. Это, наверное, одно из самых главных в нашей работе. Спасибо большое. Ну а сейчас мы вновь передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Давайте узнаем, что же произошло на территории нашей республики за последние сутки. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В районах республики подсчитывают ущерб от летнего паводка. По поручению главы республики рабочие группы, в них входят специалисты сельхозуправления, ветеринары и представители администраций. Они обследуют пострадавшие территории, составляют акты и готовят данные для дальнейшей обработки. Сейчас многие сенокосные угодья в Улусах все еще под водой, а впереди осмотр посевных площадей, коровников и других угодий. По итогам оценки власти планируют разработать меры поддержки для пострадавших хозяйств. Безработные граждане, ищущие работу и желающие переехать за пределы своего региона либо в другие населенные пункты республики могут получить единовременную выплату в рамках программы стимулирования трудовой мобильности. Программа действует с 2011 года. В этом году на ее реализацию из государственного бюджета предусмотрено около 340 тысяч рублей. В 2025-м финансовую поддержку получили 14 граждан. Средства направлены на оплату проезда к месту работы, суточные расходы для членов семьи, а также на аренду жилья. Согласно федеральному закону о занятости населения Российской Федерации, участниками государственной меры поддержки по стимулированию трудовой мобильности могут стать граждане, ищущие работу, и безработные граждане. Переезд для временного трудоустройства, то есть это гражданин переезжает в другую местность на время выполнения работ по своей профессии и квалификации. Переселение на новое место жительства – это гражданин совместно с членами семьи переселяется в другой регион для постоянного проживания и работы. Если гражданин переезжает с города Москвы до сюда, то есть, соответственно, оплачивается билет с Москвы до Якутска и, соответственно, аренда найма жилья.
В этом году российский рынок кондитерских изделий перейдет на обязательную цифровую маркировку для борьбы с контрафактом. Согласно постановлению правительства России, внедрение системы «Честный знак» пройдет в 3 этапа. С 1 марта маркировка станет обязательной для печенья и мармелада, с 1 мая для выпечки длительного хранения, а с 1 июля для шоколада, карамели и жевательной резинки. Под новые правила не подпадут изделия со сроком годности менее 30 суток, порционные сладости весом менее 20 граммов и продукция изготовлена непосредственно в точках общепита или магазинах. С сентября этого же года за нарушение и продажу просрочки начнут штрафовать автоматически на основе данных системы мониторинга. Автоштрафы будут касаться, первое, продажи товаров с истекшей сроком годности, второе, продажа никотинсодержащей или табачной продукции с нарушением максимальной и минимальной розничной цены в торговле, и третье, это если участник не зарегистрирован в системе «Честный знак» и выводит товар из оборота по системе «Честный знак», но сам при этом не зарегистрирован. Более 38 тысяч заявлений от абитуриентов поступило в СВФУ на программы бакалавриата и специалитета. Прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, завершился 25 июля. Самые востребованные подразделения – Медицинский институт, Институт математики и информатики, Инженерно-технический институт, Физико-технический институт и Геолого-разведочный факультет. Теперь абитуриентам, подававшим документы онлайн, нужно подать согласие на зачисление через сервис поступления в ВУЗ онлайн. Для этого необходимо проверить статус заявления и нажать кнопку «Подать согласие» рядом с названием вуза. 3 спортивные школы Олимпийского резерва в Сунтаре, Барагонцах и Алдане в этом году получат современное оборудование и инвентарь. Это поможет лучше готовить спортсменов для всероссийских и международных соревнований. Оснащение проводят в рамках федерального проекта развития спорта высших достижений. А на все выделят свыше 7 миллионов рублей, где большую часть, около 90%, сдаст федеральный бюджет, а остальное покроет республика. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Вот и подошло к концу время нашего прямого эфира. Напоминаем вам о том, что каждый день в 7:00 на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы говорим вам доброе утро. Увидимся уже завтра в это же время на наших телеканалах. Если вы что-то пропустили и желаете пересмотреть, а возможно поделиться какими-то приятными новостями, у нас есть активные странички в социальной сети, поэтому присоединяйтесь в нашу большую утреннюю команду. Увидимся завтра. До новых встреч. Всем хорошего дня.